кто-то там говорил, выступал с российской стороны, а там постоянно льется эта дезинформация, обвинения в адрес чеченцев, что вот, мол, Аслан Масхадов в то время не принес соболезнования. По этому поводу я хочу дать послушать его. По поводу трагедии в городе Беслан. Да, это трагедия, это кощунство. Подобные методы ничего общего не имеют с борьбой чеченского народа и чеченских маджахедов, потому что этому нет оправдания. Я и муджахеды, которые с оружием в руках воюют против оккупационных войск, мы все до глубины души возмущены этим фактом, выражаем искреннее соболезнования родственникам погибших детей и близких. И также приносим свои извинения осетинскому народу. Независимо, кто взял или кто возьмет на себя ответственность за эту трагедию, независимо, были там чеченцы или нет. То есть это доказывает, что эта запись была сделана еще до того, что когда кто-то взял на себя эту ответственность. Я не верю, что и в то время не верил, и сейчас не верю, что это сделал Басаев. Там, да, он взял на себя эту ответственность. Потом уже буквально через год примерно так он сказал все-таки правду. Вот. И российская сторона обвиняет даже нашего президента Аслана Масхадова в том, что Аслан Масхадов планировал эту акцию. Это, конечно же, неправда. Это были не его методы, он такие методы не поддерживал. И из этого разговора можно понять, что он даже не знал, кто там захватил этих заложников, то есть чеченцы или не чеченцы, может русские, может еще кто-то.